Вітаю в ефірі Лайв-студія. Зустрічаємо у топ-гості Міхайла Саакашвілі, голову виконавчого комітету Нацради реформ України. Вітаю, Міхайло. Вітаю вас. Дякую, що приїхали. Дякую. Ми одразу ж з вами до найголовнішої теми останнього періоду. Те, який всього, власне, 2020-го і частини 2021 року. Карантинні заходи. Країна, на жаль, знову повертається чи то до локдауну, чи то до просто жорсткого карантину. Одеська область у червоній зоні майже. Ви не побоялися приїжджати до нас? Ні, звісно, ні. І більш того, я думаю, що це реально показує, наскільки не готові не стільки громадяни, але я думаю, що при наймі всіх цих проблем, які у нас є, громадяни краще всіх підготовлені, і вони не здивуються кожного разу, коли там на їх голову щось нове відбувається. Але проблема в тому, що влада, вона не рахує всіх збитків, від яких страждають якраз пересічні громадяни, бізнеса. Мені здається, що треба запитати таке питання. Вот просто задать вопрос, что, например, почему не закрывается Албания, почему не закрывается Черногория, почему не закрывается Египет, почему не закрывается, по большому счету, Турция, сейчас открывается Кипр для украинцев. А почему? Потому что они курортные места, и они выкачивают деньги от украинцев. Почему они не закрываются? Потому что у них есть, во-первых, какие-то меры контроля. Во-вторых, у них есть госпитальный сектор, который подготовлен для того, чтобы справиться с наплывом больных. Одесса уникальна в Украине в том смысле, что она, если правильно ее позиционировать, ее можно было поднять только за счет того, что хорошо подготовить медиков, даже выставить посты в аэропорту с быстрыми тестами, на въезде в городе с быстрыми тестами. Говорят, хочешь приезжать в Одессу, проходи быстрые тесты, как ты проходишь куда-нибудь там, вот эти страны курортные, о которых мы говорим, Иордания докажет и так далее. Но не убивайте туристический сектор, не убивайте рестораны, кафе, то есть то, чем город живет, потому что все равно же нужны оборотные средства, они нужны для того, чтобы готовиться для лета. Вот придет лето, и люди будут у разбитого корыта. Поэтому мне кажется, что это просто нет большого ума. Кто-то должен сидеть. У нас в Украине реально правительство не функционирует. Если оно было, оно видело, вот как нам... Вот сразу прихлопнули Буковель. А в свое время, если Буковель не закрыли, а просто вот сделали все эти меры, о которых я говорил, подготовили хорошо медиков, при въезде сделали карантин, контролировали, чтобы там люди ходили в масках. Я был этой зимой в Буковеле раза 3, никто не ходил в масках. Какие-то меры, например, посмотреть, чтобы, допустим, если в барах там, и так далее в Одессе люди были в масках. Можно это сделать, но позволить им работать. Но никто не хочет лишней работы проводить. Давай все, легче все сказать, все, закрываем опять завтра. Опять безденежье, опять депрессия, опять стресс. Мне кажется, что надо было быть гибче и умнее. Кабмін запроваджує наразі підтримку для бізнесу. Я видел, но это смешно. Это говорить. Почему? Потому что, во-первых, 800 гривен, которые это ни на что не хватит. Во-вторых, 8 тысяч. 8 тысяч, вернее. Во-вторых, на что? 8 тысяч, что это за деньги? И во-вторых, извините, но практически все бизнеса большие в Украине оформлены под ФОПом. Как они считают, кто такой ФОП? Вот, например, там, какой-нибудь большой отель в Одессе, вот вы, если хорошо покопаетесь, увидите, что он ФОП. Там большие там, структуры, там, начиная от горнорудных, там, заканчивая, там, я не знаю, там, крупными торговыми сетями, они все тоже, многие из них оформлены под ФОПом. То есть практически, если бы мы знали реально, вот кому это нужно, если правительство было умнее и знало, кому адресовать, тогда это было не 8 тысяч, а, допустим, 80 тысяч, и тогда это была бы действительно очень реальная помощь. От і чинні критики влади, так, і ті, хто підтримує владу, так, всі одноголосно майже вказали на те, що кампанія з вакцинації в Україні, принаймні на її початку, була провалена. Інформаційна її частина. На самом деле привить можно очень быстро. Там главного секрета нам не говорят. Вакцин нет. То есть мы говорим, вот люди не прививаются, потому что, а если они будут прививаться массово? Вот я, например, хочу прививаться, я не могу найти вакцину. Вакцин нет. Якщо ви не можете, то що казати пересічним громадянам? 500 тысяч вакцин зашло.
Этого ни на что не хватает. И больше нет. Поэтому это все бред силы кобылы, это все сказки какие-то. Они рассказывают, что люди не хотят прививаться. Они говорят, вот мы даем замечания в Одессе, Харькове, слишком мало прививок. А что, у вас есть прививки? Покажите мне их. Пока что в Украине всего 500 тысяч прививок. Точка. Это можно привить за 2 дня. И дальше что будем делать? Ну, йдеться про вакцину під сертифікацію AstraZeneca Covishield. Да. Але нам обіцяють, власне, Ну, сейчас будет Pfizer, потому что Евросоюз тоже распределяет Pfizer, да. Он тоже будет это по бесплатной поставке Pfizer. Почему-то они сказали, что им нужно было принимать закон в парламенте, хотя я думаю, что это спокойно можно было Кабмину подписать там какую-то формальную бумагу. Ну ладно, парламент так парламент. Вот сейчас они его приняли. Но мы зависим. Проблема в том, что мы пока зависим от благотворительности. Евросоюз что-то даст, там программа там международная. А где собственные ресурсы? Где собственные закупки? Все страны, как страны, закупают. Что, вы представляете, чтобы там сидела Франция и Германия, зависела от благотворительности кого-то? И не только Франция и Германия. Посмотрите, гораздо более бедные страны очень хорошо справляются и закупают. Здесь никто ничего не закупает, как манна небесная, что пойдет. А если что, все валить на население, что оно не хочет прививаться, что компания плохая и так далее. Но это же неправда. На вашу думку, чому Україна не закуповує? Потому что, мне кажется, что там огромная коррупция в сфере закупок, и там пошла большая конкуренция между главным санитарным врачом и Министерством здравоохранения. Внутри Министерства здравоохранения есть такой Арсен Чумадилов, который обвиняет Министерство в крупномасштабной коррупции. Это он глава агентства закупок, это он бывший глава тут Белянского района. Я его в свое время там нашел. Поэтому, то есть, настолько ребить, рак и щука, настолько там война идет внутривидовая, и от этого страдают обычные люди. Ну що ж, ви якою вакциною готові вакцинуватися? Да, любой. Тобто вам все одно, ви не відслідковуєте, які наслідки від інших вакцин? Мне кажется, что, да, некоторые, наверное, чуть-чуть лучше, но мне кажется, что вся эта кампания истеричная, что вот какие-то там вообще там чуть не убивают сразу людей, это неправда. Ну, я знаю историю. Я с военным медиком Одесской области, который, к сожалению, погибла после прививания, но вроде не подтверждает, что это от вакцины. Тобто не побоїтеся за себе? Нет. Готові купити вакцину? Ну, если будет коммерческая, это почему бы нет? Пусть позволят коммерчески кому-то завозить. Ну, зависит от цены. Там, некоторые мои знакомые там, по 3000-3500 долларов точно не готовы платить. Но, це задорого. Да, но если честно, допустим, если дело касалось там моих там каких-нибудь там родственников, близких в возрасте, моя мама как бы вроде безопасности, она не такая пожилая, но, допустим, если бы у меня были там пожилые родители, риск-группы, то, наверное, бы я платил и это. За них. Ваша мати всередині України перебуває? Нет, вона в Грузії, но она... Як, до речі, справи у Грузії? То же самое, что в Украине. То же самое зависит от благотворительности. Вот кто что просит, что принесет гуманитарную помощь. Это, я помню, в 90-х годах так было. Все ждали гуманитарной помощи. Вот точно так же сидят все и ждут гуманитарной помощи. Ну, ви вказали на те, що відмова населення від вакцинації в деякому відсотку – це, напевно, просто розказні у Кабміні, а у владі. Але ж факт той, і МОЗ зізналася. Сейчас отказываются, конечно, это правда. Досить велика частина. Да, но если бы даже не отказывалась. Нету этих вакцин. Ну, я не отказываюсь. Где мои вакцины? Ну, от медики, на яких були розраховані оці перші, оця перша партія вакцин, вони теж відмовлялися. І спершу 64 чи 5% відмовилося з медиків вакцинуватися. Ну, это не очень высоко говорить, честно говоря, об этих медиках. Не от большого ума и не от большого профессионализма. И плохой пример. Ну що ж, давайте ближче до нашого регіону. В Одеській області працює Агенція регіонального розвитку. Так. За вашого губернаторства теж була відповідна така структура схожа, вона і по-іншому називалася, але виконувала схожі функції. Ви за чинною агенцією відслідковуєте, як справу? Я не знаю, чем они занимаются, но я знаю, что сейчас президент Зеленский готовит какие-то программы, в том числе меня очень радует, что будет программа национальная по восстановлению исторического центра
Одессы, то, что Одесская мэрия никак не сделала, потому что все деньги крали, наконец-то кто-то, Киев, наконец-то за это возьмется. Я всегда говорил, что раз одесские бандиты не делают, хотя бы из Киева делают. Хорошо, что президент Зеленский это делает. Це ви про велику реставрацію говорите, так? Да, и потом еще есть программа «Север-Юг» по объездной дороге вокруг Одессы. Это тоже хорошая программа. Хотя там маленькая часть. В свое время это надо выбивать все время. Я выбил, например, как мы построили Одесский аэропорт. Когда я пришел губернатором, там была выкопана яма. В свое время там были другие участники, тоже инвесторы. Те сбежали вместе с Януковичем. А тот, кто остался, у него особо желания не было строить, потому что и так старый аэропорт работал, деньги доходили. А мы потом сказали, что, ребята, если надо строить. И мы как-то с ними договорились. Сначала, пока они колебались, мы привезли каких-то американцев и сказали, что построим новый аэропорт в Одессе в 50 километрах, 60 километрах северу от Одессы, но с иголочки американский, а этот вообще закроют. Понятно, что им не понравилось, они начали строить, но потом мы им помогли, и мы выбили деньги на взлетную полосу для Одесского аэропорта. Я уже тогда привозил моего друга, главу Визера, в Араде. Он сказал, что Миша, мы тебя очень любим, но извини, пожалуйста, на эту полосу, на картофельном поле мы не можем садиться, потому что это то же самое Ryanair, по их техническим параметрам. Потом мы пробили эту полосу, она построена, сейчас и перрон достраивается. Это круто, и каждый раз меня преисполняет гордость, когда я туда хожу. Мне кажется, что сейчас очень надо много лоукостов завлечь в Одессу. Надо, чтобы они сбавили тарифы. Сейчас Ryanair идет, сейчас с апреля начнется вот этот новый навигационный сезон. И вместе с Ryanair и Визером, если много других зайдет, и в том числе украинских, это первое. Второе, вчера мы встречались с министром Киркоевым, и надо пробивать, что для внутренних перевозок освобождали их от НДС, потому что международные перевозки не платят НДС. Если ты летишь, допустим, там Тель-Авив или там Берлин, ты не платишь на топливо, а внутри, Киев-Одесса платишь. То есть это увеличивает цену билета, а эти билеты должны быть хотя порядком там 20-30% дешевле. Поэтому пытаемся это пробить все время. Я тогда пробил, даже невозможно было представить, что там будет летать что-то там за 1000 гривен тогда летало. Это Браво. Янер шел там за 1500 гривен, что тоже неплохо было. Потом, конечно, это все прикрыли, опять только остался розово-ветровой МАУ. Но, в принципе, это все можно восстановить, если захотеть. Надо иметь политическую волю, если захотеть. И тогда, потому что тут большие проблемы. Вы знаете, что первый раз за последние много лет все одесские порты убыточны, все. И Южный, даже ТИС, и Черноморск, и Одесский торговый порт. То есть це карантин позначився. Такого не было никогда. Это впервые произошло. И это катастрофа. Почему? Это от многих вещей зависит. Там промышленность падает, транзит падает. Но главное, что коррупция, потому что всегда через прокладки работают. Когда было много дохода, можно было легко через прокладки работать. Тут там семья Круков, и там много других людей, разные поколения, разные династии, которые прекрасно работают через эти прокладки. Сейчас уже нету этой маржи, нету. И поэтому они начали работать в ущерб. Это катастрофа, потому что это чревато тем, что они могут вообще закрыться, и огромное количество людей остаться без работы. Поэтому сейчас надо какие-то меры принимать, поднимать. Но мы когда принимали закон про казино, я им говорил: слушайте, ребята, давайте Одессе сделаем бесплатное казино в этой зоне индустриальной, чтобы люди строили отели высокие, как Батуми. Батуми построили было казино. Нет, мы просто выдадим, мы не будем для Одессы делать исключение, пусть потом правительство делает. Правительство вообще ничего не делает, потому что в Украине, как мы знаем, правительства как такового нет. Плевать они хотели. Они дали правительству возможность сделать отдельную зону. Конечно, они пальцем не шевелили, не пролоббировал. В результате, хорошо, Бристоль откроется, там, в этом пассаже откроется, там еще где-то откроется, но это существующая мощность. А для меня, почему я хотел, чтобы этот закон прошел? Чтобы что-то новое построить. Бристоль и так будет Бристоль. Очень могу називати Бристоль, красная. Найголовніше, щоб залишалося, нічого не сталося з будівлею. Да, а где новые мощности? Конкретный пример упущенных возможностей. Если бы кто-то это лоббировал, если бы здесь было нормальное руководство,
Кабмин имеет право сказать, что допустим, на Пересах там, и так далее, мы сделаем на Лузановке, мы вообще можно строить бесплатно казино, если ты там что-то построишь. Если ты построишь 50-этажный отель, вот тебе место для тысячи и тысячи людей, дополнительных рабочих. Нет. Потому що ні у кого нет этого видения, нікого не... От і все. Ну, от ви кажете, немає Кабміну в Україні, але ви дуже щільно і віднедавна співпрацюєте з міністром Криклієм і вже згадали його один раз. Потому что конкретную коррупционную кормушку прикрываем. Сегодня я был с моряками, там есть Кристина Король, вот это, которая их право защищает. 150 тысяч моряков в Украине. 150 тысяч людей каждые 2-3-4 года платят взятку от 3 до 15 тысяч долларов, в зависимости от того, какой у них ранг. Капитаны платят 15 вверх. Каким-то непонятным людям, через агентов это происходит. Точно как же таможню ты платишь через брокеров, здесь платишь через агентов, за то, чтобы получить право, подтверждение, что ты имеешь дальше право практиковать эту профессию. Они воспользовались этой Манильской конвенцией, но полностью плохо ее интерпретировали, создали эту кормушку свою. Это бизнес, для них 150 миллионов долларов каждый год в карман дармовых денег. Просто вот так. Но это унижение, и вместо того, чтобы эти моряки тратили деньги на свои семьи, на квартиры, которые они покупают, то есть содержат строители и так далее, они тратят деньги вот на эту часть. Мы сейчас, месяц нужен был по формальным процедурам, чтобы отменить это. Крикли месяц тому назад записал приказ, то есть месяц прошел, позавчера. Я думаю, понедельник, во вторник он выйдет. Там были попытки через морскую администрацию и так далее пролоббировать. Молодец, и Король, и все остальные мы сбили. И сам Крикли сбил, надо ему отдать должное. Реально он поступил смело и честно. И вот со следующей недели вроде приказ войдет в силу. Я не говорю... Пока не перепрыгнем, как я уже привык, как работает кидаловка украинской бюрократии, но почему-то ему верю, потому что, видно, что молодой человек, ему точно хочется отличиться, и ему хочется что-то хорошее сделать. И вот вся история. Поэтому мне кажется, что вот эти тесты, мы сейчас прикроем вот эту необходимость этих тестов, а если они хотят из категории в категорию перейти, там тоже просто будут международные просто тесты, они будут, там терминал стоит где-то там в Канаде, и там они будут проходить. То есть это ничего вообще не будет. А здесь как? Здесь фамилия, имя, ты если не прошел, не заплатил через агента, тебе по фамилии, имени просто там галочка стоит, этого не пропускать. И сразу загорается красный. Это как МРЭО. Сразу загорается, если ты там заплатил, ты можешь все что угодно там написать, не написать, тебе буде зелений світ. Тобто це буде майже безкоштовно для моряків, якщо все буде ідеально? Бесплатно, там просто там будет, я не знаю, там что-то какой-то сервис фи, может, они будут платить там копейки, но не точно не тысячи долларов. И это не будут проходить через эту унижительную процедуру. Им надо будет просто принести справку, что они где-то работали. Все. И автоматически продолжаешь трудиться. А если ты хочешь повысить свою категорию дополнительно, то это ты сдаешь международный тест, который ничего общего с Украиной не имеет. И поэтому кормушка закрывается. Якщо це станеться, це буде просто революція, насправді. Нет, это не революция, но я видел сегодня один сервисный центр большой, там мало людей, там в одной комнате забиты все, и там все это самое. И у всех проплачено, просто приходят, это ж очевидно, это настолько очевидно. Всі про це знають, це насправді так. Да, и поэтому, хотя бы это когда мы месяц тому назад говорили, что мы уже все, что мне пишут ребята, там, вас обманули, что опять нас кинули. Не кинули. Месяц просто такая процедура, вот, что делать. Щодо ще одного питання, яке ви, так скажімо, брали на контроль, розмитнення євроблях, яка там ситуація? Евроблях – это отдельный закон сейчас, но то, что мы хотим сделать вообще по всем машинам, то, что мы вынесли на просвещение, нас радует, как принцип был поддержан, это ситуация, которая связана с тем, чтобы сделать формулу. Вместо того, чтобы ты идешь там к брокеру, брокер там идет, там договариваются, они тебе занижают стоимость, они тебе там пишут, что машина аварийная, перекручивают спидометр, и потом ты типа платишь меньше, но на самом деле ты платишь много все равно, потому что ты платишь взятку, и отдельно платишь этим, и еще проходишь через эту процедуру. Это будет все намного проще. Есть формула, тогда будет ходить кубометр, год выпуска, значит,
мощность двигателя, год выпуска, там что-то еще, 1 или 2 лошадиная сила, все, больше ничего. Плюс это, если люксовая машина, там какой-нибудь там Lamborghini или там еще что-то, там двойной или тройной коэффициент. Даже, по-моему, Mercedes C туда входит, по-моему. Все остальное, вот все одинаково. Там начали разговаривать, что если там салон будет другой, наворотки будут, но извините, надо выбирать. Если ты будешь по навороткам и так далее, то опять надо таможенника вызывать, опять будет... Хабар. Да. Поэтому надо выбирать между коррупцией, там человеческий фактор надо полностью исключить. Самое ненадежное – это рассчитывать на надежность людей. Нету, понятно. Поэтому и если будет эта система, если она пройдет в парламенте, то снизится как минимум на 30% цена на размытнение, и мы все будем делать по телефону. Вот ты просто заходишь, свой iPhone заходишь туда, заводишь вот это все по DI, это программа. Там они тебе присылают, что тебе надо платить столько-то, и ты заводишь номер своей карты, платишь, и ты можешь пойти куда порт или куда-то, там у тебя будет свой пин, и забрать свою машину. Ты вообще не видишь в глаза ни одного чиновника. І це стосуватиметься нововвезених машин? Всіх. Ті, які Всіх. Всіх? Одно Евробляха другая история. Там просто отдельный режим для них применяется. Я не знаю всех деталей, как там есть закон Ковальчука. Это отдельно. Это касается всех остальных машин, которые... Там есть специфика, конечно. Например, я езжу на машине, которая там в Америке была там, после аварии и так далее. Ну да, там вот специфика этих машин есть. Но я не знаю, как это присобачить в этой формуле, но в целом формула справедлива. Угу. Щодо ваших заяв, от одна із останніх. Ви закликали президента прикрити, цитую вас, СБУ. І, до речі, ця новина розійшлася дуже широко російськими сайтами. Вас не журить така ситуація? Нет, но Россия, я любимый их персонаж, что ситуация очень простая. Так, вони вас носять у зубах. Да, но они просто формулируют... Я не знаю конкретным лицам, есть ли основания что-то предъявить. Может, и есть. Может и нет. Ви про пана Шевченка, зокрема, зараз, так? И там другие тоже фигурируют, там несколько человек, там без относительно фамилий. Но формулировка такая, какая была, она была полностью лживая. Потому что объявлять, что вот эта частная военная компания является частной армией, которая секретно действует. Ничего она секретно не действует. Я про нее был информирован несколько лет тому назад. Я жил в Польше, там они тренировались на базе, по-моему, там под Познанью или там где-то там. Абсолютно легально были зарегистрированы. Вдруг, спустя несколько лет, озарение нашел на СБУ, и они обнаружили секретную какую-то частную армию. Ну, это ж чушь собачья. Это же вот это то... То есть они приносят информацию, которую в открытом доступе, ее заворачивают. Вот это меня просто вывело из себя. Ну, это ж очевидно. Я поддерживаю борьбу президента Зеленского со всякими там коррумпированными в том числе бизнес-структурами. Я полностью поддерживаю их меры против Медведчука. Я поддерживаю то, что они по рукам бьют всех остальных, которые хотят через госструктуры действовать, олигархи или не олигархи. Это все правильно. Но не надо вот СБУ под эту все в одну кучу сваливать и говорить, что вот просто настолько это было лживо, настолько это было примитивно. Ну, не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы сразу понять, что нас разводят. От это мене вивело. Щодо приватних військових компаній, вони мають бути легалізовані в Україні? Они и так работают тут, их большое количество. И это частные охранные агентства и так далее, и тому подобное. Что мы будем делать вид, что их нет. Есть огромное количество безработных бывших участников АТО. Если кто-то из них там участвует в этих охранных компаниях, если кто-то из них... Сейчас, например, из Афганистана выходят американцы, ушли в основном. Они очень... В свое время там были американцы, это их большая частная войсковая компания была, которая привозила со всего мира людей, и вместо официальных солдат их использовала. Если украинцы будут зарабатывать на этом и потом поддерживать себя в форме военной, а если в стране всегда они могут понадобиться, потому что мало ли что здесь может быть, в этом я ничего плохого не вижу. И не надо вот из этого делать
историю такой. Если это легально, если они ни на кого не... То есть они там по городу с оружием не бегают, ни на кого не нападают, бандитизм. Вот как раз этого не будет, тогда вот эти атошники будут заниматься бандитизмом и всем подряд. Вот в чем вопрос. Потому что у тебя есть ветераны, которым ты не можешь дать ни работу, ни доход, ничего. И тогда я сам знаю много случаев, когда они занимались бандитизмом. А если они вместе с американцами где-то будут военный объект охранять в Ираке и в Афганистане, какая тут проблема? И что это за секретная, там, внезапно обнаруженная історія? Серед звинувачень, які лунали, зокрема, і на адресу пана Шевченка, агент НАБУ його так титрують багато. Продаж зброї або комплектуючих. Я про це, правда, нічого не знаю. Это... З Російської Федерації нібито вони возили. Я, правда, про это ничего не знаю, но я точно знаю, что если Укроборонпром что-то им нужно, пусть покупают хоть черта. Но главное, чтобы украинская обороноспособность была на хорошей форме. Это как раз не должна устраивать Российская Федерация. Так вони ж продавали нашим держпідприємствам за завищеною ціною. Чи нібито? Це знову ж таки лунає звинувачення. Вот за это я точно не собираюсь кого-то защищать, ручаться и так далее. Это другая история. Окей? Я точно знаю, что вот так, как это было замотано, не об этом же там шла речь, совсем о другом шла речь. Шла речь о какой-то частной армии, которую внезапно обнаружили. Это чушь. Угу. Ну от прикрити СБУ все ж таки, якщо і прикрити, як держава може бути без служби безпеки? В стране должна быть разведка, украинская хорошая разведслужба, она занимает чисто разведкой. Должна быть контрразведка без вмешательства в экономику. Чем занимается СБУ? Вы думаете, кто оперирует Одесской таможней? Полностью СБУ. Тут таможенники вообще ничего не решают. Все эти связаны, вот, например, Орехова мафия, кто сейчас занимается? Полностью СБУ. Кто возит контрабанду? Вообще полностью открыта граница в Харьковской области. Полностью СБУ. Таможенники вообще быстро не проходят, близко не проходят. Бизнес постоянно, кто насует? СБУ. СБУ превратилась не в коммерческую структуру, а коммерческо-бандитскую структуру, которая мешает украинскому бизнесу развиваться. Что, мы не знаем про это? Ну, наразі в парламенті у першому читанні ухвалено законопроект про реформу. Да, я это поддерживаю, но... І там саме про це йдеться, про що ви кажете, прибирання экономичной. И более того, хорошо, складової. что Баканов это поддержал. И тут вопрос не в Баканове. Как раз мне кажется, что Баканов вообще этому отношению не видит. Невигідно йому це. Там сидят эти волки старые, которые всех пережили. И всю жизнь этим занимались. Это реально лживая структура, которая зарабатывает деньги. Вы когда-нибудь бедного СБУшника видели где-нибудь? Без рейндж-ровера, без Лексуса и так далее. Видел кто-то? Я не видел. Я не знайома з СБУшниками, чесно Нет, скажу. они попадаются где? Что, кафе же вы были, там за соседним столом не сидят, и посмотрели, на какой машине они приехали, и посмотрели, что они заказывают. Очень жиру зажрались. Но это факт. Тобто реформа конче потрібна СБУ. И да, но про ситуацию, тот закон это не решает полностью. Он частично решает, но тогда они будут говорить, да, это так, но это связано, вот, они скажут, запчасти из России. Это же не служба экономический вопрос, это вопрос безопасности. Или там финансировать терроризм. Вопрос безопасности. Расширится, поэтому их надо просто упразднить. Пока они будут, они себе будут выдумывать работу. Я уверен в этом. Я в свое время, я же говорю, Грузия закрыла службу безопасности, страна только стала безопаснее. Розвідка залишалася тільки. Да, и контрразведка. В МВД часть, а департамент разведки отдельно. И что? Если в этом здании было Владимирское, эти люди не будут протирать штаны и заодно вредить стране, от этого стране будет только лучше. Ну, или там здесь СБУ. Чем когда я расскажу историю, когда я стал губернатором Одессы, до этого каждый день тут были взрывы. Каждый день то под фасад кафе взорвут, то... Я пришел и сказал, что еще один взрыв будет, и мы вас всех уволим к чертовой матери. И взрыв прекратили. А кому я сказал? Не террористам, СБУшникам. Они сами взрывали. Что вы мне рассказываете? Это только на идиотов рассчитано. Сами взрывали, чтобы показать свою полезность. Тут я, когда приехал, да, у меня был палец, у них в Одессе было там 45 БТРов, он купил за свои деньги, ездили какие-то БТРы, все время изображали, что вот тут вот со дня на день будет там террористический переворот. Эти БТРы он увез, взрывы прекратились, и стала нормальная жизнь. Что, Саакашвили там это создал? Нет. Просто я перестал эти байки воспринимать за веру. Ну, то був той непростий травень для нашого міста, це саме ті події. Нет, я понимаю прекрасно, но это я же говорю уже год после этого.
история была. И... З підривами ви маєте на увазі? Ну, конечно, вот когда это Ангелово кафе взорвали. Но не только, постоянно. Особенно у здания СБО часто что-то взрывалось. Ну, никто никогда не погибал, никто не был ранен. Чуть-чуть вам фасад страдал время от времени. Но они были через день, вспомните эти взрывы. Чем они прекратились? Только тем, что я сказал, что эту чушь я больше покупать не буду от вас. Займайтесь настоящей безопасностью. Ще одна ваша заява, мало у нас дуже часу, тому трішки пришвидшую. Що не так з Монобанком? Ви теж така гучна заява була. Потому что ну, Монобанк — это капитал, который они вывели с привата. Это понятно, это компашка. Ну ладно, это отдельная история, что была с приватом, но ситуация очень простая. В Украине, вот когда мы с карточкой своей платим переводы, мы платим 2,5 раза больше комиссии, чем в Европе. Они сейчас рассказывают, ну, это модно, да, это... Причем у них рынок растет каждый год на 25%. Одни могут жаловаться. Ничто не растет в Украине так быстро, как банковский рынок. 25% роста каждый год. В период кризиса тоже. Они говорят, сейчас у нас ковид-кризис, сейчас нельзя. А извините, у бизнеса нет ковид-кризиса, у потребителей нет ковид-кризиса. Чего вы должны за их счет наживаться? А это, если считать, это 500 миллиарда евро каждый год, вынутых из наших с вами карманов через то, что там на 1,5-2% больше, чем мы платим, чем должны платить переводы, 2,5 переводы там по карточкам, в их карманы, карманы банка. Причем я бы не сказал, что украинские банки отличаются особо изысканными услугами. Нет. Поэтому все очень просто. Мы говорим, мы эти 500 миллионов забираем у вас из кармана, перекладываем в карманы обратно людей. А они такую вопль подняли. А этот Гороховский стал оскорбляться. Знаете, в нормальной стране, когда банкир делает политическое заявление, этот банк банкротом становится, потому что сразу акции падают. А тут Дикий Запад, Отобанк, Венгерский банк. Чего у нас нет таких комиссионных, как в Венгрии? А ваши основатели, эти венгры, знают, что вы вообще с ума посходили тут все? Не только просто зажрались, а просто свинством занимаетесь. И еще хрюкаете на всю страну недовольно. Поэтому все очень просто тут. Да, сейчас огромные... Да, в парламенте, скорее всего, они это могут зарезать. Но еще одну кормушку они отстоят. Чему удивляться? Все равно я не буду опускать руки. Но то, что эта кормушка, в данном случае банком вместе с чиновником, не вызывает никакого сомнения. Еще раз говорю, вот мы закрываем, если калькулируем сейчас кормушку 150 миллионов долларов здесь, еще есть 500 миллионов банковская, еще есть почти 3-миллиардная таможня СБУшная і так далі, тому подобне. Тобто це наступ не на конкретно Монобанк, а загалом на усі банки в країні? 40 банків собрались, просто этот особенно активничал. Угу. Саме активний, тому отримав на горіхи. Я так розумію, що всі ці теми, які ми з вами обговорили щодо останнього надходження, повернення грошей бюджету та громадянам, це і є те, чим займається Нацрадреформ України. Мы берем темы, которые никто больше не хочет брать. Например, подключение электроэнергии. Подключение электроэнергии, это ты открыл магазин, маленький цех в Украине, иногда занимает годы. И это очень много денег стоит. Мы все про это знаем. Никто никогда не занимался тем, что посадили за один стол регулятор, большие энергокомпании, областные энергокомпании, Министерство энергетики и парламент. И сказали, давайте вместе решать вопрос. И вот это та ситуация была, когда Герус, например, глава комитета, который очень не любит ДТЭК, они сели за один стол и, в принципе, то, что было полезно для всех, для потребителей, вместе решили. Только под нашей гидой это было возможно. И сейчас они, вот сейчас просто из-за карантина, что-то со дня на день Герус проголосует этот закон, молодец, потому что это закон, который позволит, и молодцы все, кто участвовал в этом процессе, позволит 3 раза или 2 с чем-то раза цену снизить, а главное 3 раза ускорить. 3-4 раза даже. Ускорить подключение к электроэнергии. Вот конкретный результат. Значит, по машинам, по кормушке, по вот это морякам, это конкретный результат у нас будет. Если мы формулу растаможки машин будет конкретный результат. По надропользованию конкретно этот закон, который принимаете, Зеленский добавил туда экономический паспорт, это очень крутая идея, потому что
и мы это сделали, занесли, это сейчас будет окончательно принято. Каждый украинец, который рождается, когда ему будет 18 лет, они получат, по-моему, от 15 тысяч долларов выше за недра, у них будет капать на их паспорт экономический, и 18-летний человек по теперешним ценам, да, тогда, может быть, 15 тысяч, а будет это больше, ну, по теперешним ценам 15 тысяч долларов, он получит на руки, он может там машину себе купить в 18 лет, или маленький бизнес начать в 18 лет, или в учебу положить 18. То есть вот это конкретная вещь, может быть, для будущих поколений, но вместе с этим идет кодекс по надропользованию, то есть деньги не чиновники будут получать, а будут люди спокойно получать лицензии, платить налоги. Чиновники нічого не получать, а государство і люди получать. От щойно мені перекинув редактор інформацію, хочу, щоб ви її прокоментували, тому що тут зійдуться одразу дві теми, яких ми торкнулися. СБУ обшукує будинок Медведчука на Закарпатті. Це Медвежа Дубрава. Про що йдеться? За якою статтею? Зловживання владою. Йдеться про виділення та використання земельних ділянок. Флаг им в руки, если это делать, это хорошее дело. Просто этим можно было заниматься и не заниматься грабежом украинского бизнеса. Этим должны были заняться гораздо раньше. Порошенко вместе с Медведчуком делал бизнес. Мы все это знаем. Ему позволили захватить огромную часть медиапространства. Они вместе делали на энергетике бизнес, на этой трубе. И это не было связано с тем, что там Порошенко, наверное, там окружение не объяснял, но я, правда, не имел с ним этих разговоров, но что типа там он хочет мира на Донбасс. Нет, это чисто вот этот коммерческий интерес. Но это же те же самые безбожники, которые про Порошенко тоже были, что тогда они не знали. Просто пока Зеленский не сказал, пока Данилова и РМБО это не приняло, они это не сделали. Это обычная история. Они этим не занимались, зато они кошмарили по финансированию терроризма всех подряд. Вы знаете, что Евротерминал, например, в Одессе, мне в свое время пришло письмо под грифом «секретно», но я об одном и раньше говорил, и не собираюсь я их секреты сохранять. В этом смысле там было написано, что там он финансирует там военных сепаратистов, их вооружение. Евротерминал финансирует там через Евротерминал Труханова, естественно, частично принадлежал Жукову. В России через Жукова шло финансировать ДНР, ЛНР вооруженных формирований. Кто-то туда зашел, кто-то что-то обыскал. Просто мне прислали письмо для ознакомления, как губернатор. Чого було у курсі? Все були в курсі, і ніхто нічого не зробив. Ну, дивіться, щодо чинного губернатора, непрості часи, в які він очолив цю посаду, це коронавірус, карантин. Ви би зараз погодилися, якщо б вам запропонували стати очільником? Нет, мне никто этого не предлагал. Гриневецкий в свое время сделал историческое дело, что вместе с Кучмой построил дорогу Одесса-Киев. Плохо, но это не его вина была, Кир построил, там, конечно, много коррупции было, на самом деле, и отката, потому что невозможно объяснить, почему эта дорога так часто портится, но то, что все равно, как идею они развили, простроили, молодец. Дякую, що завітали до нас і приділили нам час. Міхаил Саакашвілі, голова виконавчого комітету Нацради реформ України, був у лайв-студії. Для вас це інтерв'ю провела я, Ольга Гвоздецька. Залишайтеся з нами, не примикайтеся.